Доброго ранку. У прямому ефірі на телеканалі АТР програма «Саба». Я дякую, що ви прокидаєтеся разом із нами і довіряєте нам. У студії для вас працює Аліна Блохіна. І хочу почати одразу із цікавої та красивої інформації. В Одесі намалювали художники два нових мурали. Про це повідомляють місцеві видання. Перша картина написана на стіні промислової будівлі, яка знаходиться біля Миколаївської дороги. Друге зображення намалювали на будівлі Одеського морського університету, який знаходиться на вулиці Мечникова. Зараз ви можете бачити на ваших телеекранах безпосередньо мурали, які намалювали в Одесі. Ось такими картинами вже прикрасили певні будівлі у нашому південному місті. Власне, мурали досить популярні в великих містах України, і дійсно це створює певну атмосферу міста. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і тим, хто слідкує за нашим ефіром, що ми дуже чекаємо на повернення в Україну, на батьківщину звільнених кримсько-татарських політв'язнів Ільмі Умарова та Ахтема Чийгоза. За нашою інформацією, сьогодні вони мають прибути в Україну. Ми, звичайно, зустрічатимемо їх, і усі перші коментарі ви зможете почути лише у нашому прямому ефірі на телеканалі АТР. Я відзначу, що їх, Ільмі Умарова та Ахтема Чийгоза, Російська Федерація видала турецькій стороні. Зараз вони в Туреччині, в Анкарі. Ми чекаємо на їхній приліт сьогодні на батьківщину і в Україну. А зараз я хочу представити вам наше ексклюзивне інтерв'ю, яке ми зробили і підготували до нашого ефіру. Це наша гордість, переможниця Євробачення, представниця України Джамала. З нею ми говорили. Джамала – це українська співачка та акторка кримського, татарського, армянського походження, народна артистка України. Власне, вона стала якраз переможницею Євробачення у 2016 році. Вона виступала із піснею «1944», присвячені депортації кримських татар. І ми говорили з Джамалою не лише про її творчість, про творчість також, що її надихає, які плани вона має на майбутнє, чи варто чекати від Джамали музичного альбому кримсько-татарської мови. Говорили також про те, що дійсно для неї найважливіше у людині, що вона цінує, де вона бере натхнення для своєї творчості. І, звичайно, тільки для наших телеглядачів, тільки у прямому ефірі телеканалу АТР Джамала свої побажання висловить вам. Давайте подивимося, як це було. Я всегда нахожусь в творческом процессе. Для меня это нормальное состояние. Я не могу не писать, не могу не думать о новых песнях, о новой музыке, скажем так. Поэтому я думаю, что в ближайшее время обязательно ждать от меня песен. Я не могу сказать точно сейчас, когда они выйдут, но вот могу сказать, что вчера буквально я написала первую в своей жизни, как мне кажется, новогоднюю песню. Что я так подумала, что у меня никогда не было новогодних песен. Она так вот пришла, и за полчаса я ее просто написала, и, возможно, она выйдет к Новому году. А также есть уже материал, который я коплю на англоязычное EP и на украиноязычное. Насчет крымско-татарской музыки. Да, я постоянно вкрапляю в свою альбом, в свою музыку крымско-татарский мелос, мелодику. У меня была невероятная мечта сделать целый альбом до оккупации с группой «Хаят». Мы уже вели переговоры, они должны были приехать сюда, я должна была поехать туда. Но, к сожалению, всем известный факт помешал мне сейчас это реализовать, эту мечту. Это правда мечта, и я очень хочу сделать по-настоящему альбом крымско-татарской музыки. Ой, всегда очень страшно, и всегда очень хочется понимания. Мне кажется, это даже не зависит
творческий человек или нет, все мы зависим от зависим от понимания наших мыслей, от понимания нашего образа жизни и так далее. А музыкант, он, наверное, это все еще как-то у себя преувеличивает, да, и поэтому, конечно, каждая песня – это трепет, поймут, не поймут. А вот что я имела здесь в виду, музыкально, визуально, если это про видео, или по смыслу. Очень важно, конечно, получать как можно больше положительных фидбэков, но и критика также, она тебя немножко подстегивает, когда ты чувствуешь конструктивную критику. Это всегда тоже вдохновляет, я могу сказать так. А сейчас я по-прежнему пишу новую музыку. Потом я стала лицом компании по борьбе с торговлей людьми. МОМ, да, Международная организация миграции. И был снят ролик, была использована песня «Шлях до дому». То есть эта кампания заключается в том, чтобы я, как посол, доносила просто этот месседж о том, что цифры велики, о том, что проблема существует, о том, что она на сегодняшний день увеличилась по сравнению даже с несколькими годами в Украине, потому что случилась оккупация, потому что нас забирают Донецк и Луганск постоянно, и поэтому постоянные жители приезжают, и они в поисках работы, они в поисках заботы, и, конечно, они попадают больше всего под этот риск, да, где сыр может оказаться в мышеловке, где работа, которую им предлагают, не всегда оплачиваема, и они попадают в беду. Ну, собственно, вот об этом проект, я думаю, что вы можете найти информацию и почитать об этом подробнее, опять-таки, и на моем сайте, и на официальных страницах. Вы можете почитать все, что есть об этом на сегодняшний день. Вот. Я постоянно участвую в каких-то социальных проектах. Для меня очень важно быть частью всего, что происходит в моей стране, не только в музыке. Дети, животные, был недавно марш за тварин. Все боролись за то, что, наверное, цирк с животными – это уже прошлое. Но есть маленькие победы. Вот буквально недавно приняли закон о том, что дельфины все-таки должны быть там, где есть море, и закрыли дельфинарий в Киеве. Ну, то есть, в общем, такие. Я знаю, что приют тоже животными «Сириус» получает деньги на необходимое обеспечение бездомных собак. Ну, огромное количество запросов. Я когда открываю Facebook, свой мессенджер, я просто впадаю в панику, и я не знаю, что со всей этой информацией делать. Потому что запросов очень много. Болезни, помощь, старики, дети. Ну, это огромное количество бед, которые у нас существуют, да. И я в какие-то моменты чувствую себя ужасно беспомощной, но в то же время понимаю, что хоть минимально, но я могу помочь чем-то, значит, я помогаю. Вот какой-то вот такой обычный у меня подход к этому делу. Мне кажется, миссия вообще человека, независимо от профессии, оставаться человеком, быть не равнодушным, быть способным слышать, понимать, сопереживать, быть участным, ну не знаю, обладать вот этими обычными, на самом деле, вещами, которыми должен, как мне кажется, обладать каждый человек. Поэтому моя миссия очень простая. Быть достойной гражданкой своей страны, любить свою родину, помогать всем, чем я могу, развивать музыкальную культуру,
Ну вот как-то так, наверное. Если жизнь после замужества, давайте так. Я даже не знаю, как сказать. Все хорошо, слава Богу. Мы поддерживаем друг друга, вдохновляем друг друга. Вот это место, где мы сейчас с вами сидим, это мой муж со своими друзьями, партнерами открыл эту кофейню. Я старалась наполнить ее тоже каким-то уютом. Вот эти пластинки, картины, какие-то вот цветы, что-то хотелось привнести вот более такого теплого. Они большие фанаты кофе, они очень хорошо в нем разбираются и очень правильно к этому подходят. Мне очень хочется, чтобы эта кофейня была таким уютным местом, в которое хочется вернуться. Также Виктор меня вдохновляет в творчестве. Там вчера он пришел и говорит: вау, ты написала песню, это такой прекрасный день. Он каждый раз меня поддерживает, как только он слышит, что я пишу, что что-то получается. Или, например, он знает, что я что-то написала, он говорит: что-то ты давно не пела эту песню. Я говорю: ты знаешь, я ее пережила. Я подумала, что это полная чушь, и выкинула ее в мусорное ведро в компьютере. Вот, поэтому мы делимся информацией и вдохновляем друг друга, да, я бы так сказала. У каждого народа, который очень много страдал, обрабатывается в мелосе определенная ДНК. И если его увидеть, то оно, ДНК крымско-татарской музыки, то оно в большей части минорное, в большей части грустное. Вот, наверное, скажем так, есть очень мало таких вот веселых песен. Очень мало. Их просто можно на пальцах одной руки. Вот. Но вот именно в крымско-татарской музыке очень много минорных тональностей, очень много грусти. Потому что, наверное, когда народ в состоянии борьбы, постоянной борьбы, наверное, ему не до веселья. Вот, наверное, поэтому и рождались гениальные совершенно народные песни, но очень грустные, да. Но я могу сказать, что и украинская музыка, я не могу ее сказать, что она славится какими-то супер веселыми песнями. Насыгали воду, разве что, и все. По сути, очень много красивых песен, тоже грустные. Слава Богу, что это произошло. Конечно, я помню, что еще год назад я снимала видеообращение, поздравления с праздниками Ахтем-ага и Эльми-ага. Ну, я общаюсь в основном с детьми Эльми-ага, поэтому я сразу написала им. Потому что я не знакома с ними лично, ни с Ахтем-ага, ни с Эльми-ага. Я просто написала детям и сразу получила ответ, и они очень рады, что я также болею, переживаю. Ну, мне кажется, мир очень мал, очень мал. И мы гораздо ближе, чем мы думаем. И никто не отменял бумеранг. Поэтому мне кажется, что рано или поздно справедливость восторжествует. Возможно, это звучит очень наивно, но мне кажется, что все не случайно в этом мире, абсолютно. И то, что они вернулись, слава Богу. А что бы вы хотели сказать крымским татарам, которые сейчас в Крыму? Я могу сказать это в камеру или... Как хотите. В камеру. Вот сюда? Я знаю, вам сейчас очень тяжело. Очень тяжело морально, эмоционально. Мы можем только догадываться по вашим сообщениям, по вашим мыслям о том, как же все-таки вам на самом деле. Но
знайте о том, что мы не забыли и постоянно думаем о вас, и поддерживаем, и максимально не хотим разрывать никаких отношений, никаких... Очень важно сохранять все-таки между нами вот это вот взаимопонимание и любовь. Я знаю, о чем говорю, потому что у меня осталось там все. В Крыму осталось мое сердце, мои родные, мои близкие люди. Это чудовищно несправедливо, что я даже этим летом не могла поехать на похороны своего дедушки. И не видела его до смерти почти 4 года. Поэтому я очень хорошо понимаю вас. И не знаю, все эти банальные слова о надежде и вере, конечно, я бы тоже их вам сказала, но очень хочется, чтобы вы сохраняли в себе терпение. Терпение, стержень, который был у наших предков и который позволил им вернуться через такие сложности невероятные. Поэтому держитесь, мои хорошие. Очень вас люблю. Ваша Джамала. Джамала дала ексклюзивне інтерв'ю, яке ви щойно бачили у прямому ефірі на телеканалі АТР. Ми дякуємо дуже їй за те, що вона підтримує і нас, і усіх кримських татар. Цей тиждень був багатим на події. І головна подія, на яку ми всі чекаємо на її продовження, це звільнення кримськотатарських політв'язнів Ельми Умерова та Ахтема Чийгоза. Ми маємо свіжу інформацію. Знаємо, що вони вже вилетіли з Анкари у Стамбул. Там вони здійснять пересадку і полетять до Києва. Ми дуже чекаємо на них тут. Я дякую, що ви були разом із нами упродовж цієї п'ятниці, упродовж усього тижня. Ми прощаємося з вами до понеділка. Це була програма «Саба», Аліна Блохіна. Я дякую вам. Ваша підтримка дуже важлива для нас. До зустрічі. Залишайтеся з телеканалом АТР.